Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба приняла участие в 69-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России. О том, как прошла сессия, насколько такие мероприятия важны для законодательного органа нашей страны, расскажет участник делегации, руководитель аппарата парламента Абхазии Вадим Бжаня. Здравствуйте. Добрый день. Итак, расскажите, пожалуйста, это, наверное, не впервые уже, когда наш парламент принимает участие в таком составе, очень представительном парламентском собрании Союза Беларуси и России. Расскажите, пожалуйста, какова предыстория, скажем так, вот этих отношений? Поскольку парламент Республики Абхазия ежегодно принимает участие в заседаниях сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, считаю правильным осветить коротко не только факт нынешней поездки и участия в 69-м заседании сессии, но и коротко осветить о правовом статусе парламентского собрания Союза Беларуси и России, кто участвует, каковы цели и задачи данного государственного органа. Парламентское собрание Союза Беларуси и России – это представительный законодательный орган. На основании этого он выполняет все полномочия, возложенные на парламент, от принятия законов до участия в международной политике. Кстати говоря, соглашение о парламентском собрании между Россией и Белоруссией заключили в 1996 году. И, к слову сказать, 2026, следующий год, это юбилейный год, 30 лет со дня создания парламентского собрания Союза Беларуси и России. Говоря о том, с какого времени парламент Республики Абхазия принимает участие в сессиях парламентского собрания, следует отметить следующий факт. В 2008 году на основании обращения парламента Республики Абхазия на 34-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России в Москве было принято решение о предоставлении статуса постоянного наблюдателя парламенту Республики Абхазия. С 2008 года ежегодно делегация парламента Республики Абхазия принимает участие в заседаниях, сессиях, форумах и других мероприятиях, которые проводит парламентское собрание Союза Беларуси и России. Как прошло нынешняя сессия? Какие вопросы обсуждались? Насколько вообще это было интересно нашей делегации с точки зрения того, как строится такое межпарламентское общение? Говоря о нынешней поездке, хочу отметить следующий факт. По дипломатическим каналам на имя спикера парламента Республики Абхазия Ашуба Лаши Нугзаровича поступило официальное приглашение за подписью ответственного секретаря парламентского собрания Союза Беларуси и России Стрельченко Сергея Георгиевича. Приглашение о принятии участия в собрании парламентском. На основании этого была сформирована официальная делегация парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лаши Нугзаровичем Ашуба. В состав делегации вошли депутат парламента Лакоба Аслан Султанович. Он представляет два комитета парламента. Это комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Также в состав делегации был включен ваш покорный слуга. Несколько слов о самом заседании. Пленарное заседание 69-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялось в Москве и прошло под руководством председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володина Вячеслава Викторовича и председателя представителей Палаты Национального собрания Республики Беларусь Сергеенко Игоря Петровича. Следует отметить тот факт, что при открытии очередной сессии парламентского собрания Володин Вячеслав Викторович обратился с приветственным словом к спикеру парламента Республики Абхазия Ашуба Лашей Нугзаровичем. Было отмечено, что во главе со спикером на заседании принимает участие делегация Республики Абхазия. Также хочу проинформировать, что делегация парламента Республики Абхазия принимала участие в качестве постоянного наблюдателя
по всем вопросам повестки. Ну, главный вопрос, который был рассмотрен по повестке, это в преддверии Нового года, как, наверное, и во всех органах государственной власти рассматривался вопрос о проекте декрета о бюджете союзного государства. Интересно. Вот главная цель этой сессии было рассмотрение именно этого вопроса. И насколько он был интересен именно для нашей делегации? Можно ли сказать, что этот вопрос был в какой-то степени и ключевой для Абхазии? Совершенно верно. Все вопросы, которые рассматривались по повестке, они являются интересными и полезными в плане перенятия опыта для парламента Республики Абхазия. Конечно же, следует отметить, что опыт работы парламентского собрания Союза Беларуси и России – это полезная площадка, представляет она возможность взаимодействия с депутатами Государственной Думы и депутатами парламента Республики Беларусь. Пользуясь случаем, также хотелось бы проинформировать аудиторию о том, что помимо официальных мероприятий, парламентское собрание Союза Беларуси и России проводит различные форумы. К примеру, в конце апреля 2025 года в городе Волгограде был проведен масштабный международный форум под названием «Великое наследие. Общее будущее» в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Хочу сказать, что на данное мероприятие также была приглашена парламентская делегация Республики Абхазия во главе со спикером Ашуба Лашей Нугзаровичем, который выступил на данном мероприятии с докладом на тему сохранения ценностей общей победы. В мероприятии участвовали более 15 иностранных делегаций. Если говорить о том, что Абхазия в качестве наблюдателя, принимала участие, на продолжении долгого времени, длительного времени за работой союзного парламента, союзного государства, Союза Беларуси и России. Беларуси и России. Можно ли сказать, какую конкретно пользу за это время принес и этот статус, нашему парламенту, парламентариям, депутатам? Может быть, есть какой-то результат, который уже ощутим? Безусловно, результат, конечно, есть. В первую очередь, как я отметил выше, это межпарламентское взаимодействие по различным направлениям с депутатами, различными комитетами Государственной Думы, а также взаимодействие, что является немаловажным фактором, с депутатами парламента Республики Беларусь. Хотелось бы отметить еще такой факт, что особое повышенное внимание было в отношении как парламентской делегации в целом, так и в отношении спикера парламента Лаши Ашуба со стороны депутатов, в том числе и средств массовой информации. Он дал развернутое интервью и ответил на многочисленные вопросы журналистов о межпарламентском взаимодействии между Государственной Думой, парламентом Республики Абхазия и парламентом Республики Беларусь. Также хотелось бы проинформировать о факте того, что спикер парламента Лаша Ашуба был приглашен для неформального общения председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в специально отведенный зал, где состоялось это общение. Также общение состоялось с председателем парламента Республики Беларусь. Состоялось такое общение в дружелюбной атмосфере по всем аспектам межпарламентского взаимодействия. То есть этой беседой наш спикер был доволен? Безусловно. Какая-то информация, о чем говорили более подробно, мы могли бы узнать? Обсуждали полезные вопросы межпарламентского взаимодействия. Если коротко подводить итоги, считаю необходимо выделить следующее. Межпарламентское взаимодействие с парламентским собранием Беларуси и России, как и с Российской Федерацией в целом, динамично развивается и является системным.
А есть ли у других парламентов, других стран, скажем так, да, такой же статус наблюдателя, или это касается только Абхазии? Да, действительно, помимо Республики Абхазия, статусом постоянного наблюдателя в парламентском собрании Союза Беларуси и России пользуются, обладают, значит, парламент Республики Южная Осетия. Далее есть такая организация парламентская ассамблея стран-участников СНГ. И межпарламентская православная ассамблея. В свою очередь, парламентское собрание Союза Беларуси и России взаимодействует с парламентской ассамблеей Организации договора коллективной безопасности, ОДКБ, что является весьма полезным взаимодействием, в том числе и для парламента Республики Абхазия, который на площадке, как я говорил выше, парламентского собрания Союза Беларуси и России, которой предоставлена возможность широкого взаимодействия с всеми, кто обладает статусом постоянного наблюдателя, либо официальными участниками. В этот раз удалось ли пообщаться подробно, скажем так, более тесно с представителями других парламентов, о которых вы сейчас, кстати, говорили, ОДКБ в том числе? Может быть, есть какие-то проекты, где будет подразумеваться какое-то взаимодействие? Естественно, я упоминал, что в этот раз было плотное общение с различными представителями комитетов и отдельными депутатами Государственной Думы, с депутатами парламента Республики Беларусь, естественно, с официальной делегацией нашей братской Южной Осетии. А какие будут результаты, я думаю, они будут очевидны. Поэтому, не забегая вперед о тех планах, которые обсуждали, я уверен, мы будем все наблюдать позитивные, положительные результаты взаимодействия и отношений между нашими государствами, что является ключевым. Вы сказали, что очень большое внимание уделялось одному из вопросов повестки, это касается бюджета. У нас тоже сейчас задача такая, следующий год. Скажите, этот разговор был полезен? В каком ключе он был полезен? Можно ли какой-то опыт, который там, допустим, кто-то озвучивал, кстати, было бы интересно, кто, каким-то образом приложить к Абхазии? Безусловно, любой вопрос, который рассматривался, примеры его подачи, озвучивал, как правило, это практикуется и у нас, это представители профильного комитета озвучивали. Конечно же, принятие решения, настолько вопрос был подготовлен, что у них уходили буквально секунды после основного докладчика по проекту вопроса на принятие решения. Откровенно говоря, это свидетельствует о большой предыдущей работы на всех уровнях, в том числе и профильного комитета. Поэтому парламент Республики Абхазия в этом смысле старается идти в ногу со своими коллегами. И, безусловно, этот положительный опыт также будет перенят и в отношении... Вообще у нас здесь свои сложности с бюджетом, понятно, да? Но это одна страна. А здесь союз двух стран. И здесь бюджет, наверное, еще сложнее как-то организовать, оформить и так далее. Конечно, бюджет и достаточно объемный в цифрах, но всегда достигнут будет положительный результат, когда этому предшествует кропотливая работа профильных министерств, заинтересованных ведомств и профильных комитетов. Когда мы говорили о том, что в статусе наблюдателя там и другие государства представлены, союзы, организации и так далее, наверное, это в какой-то степени продолжение той политики, когда прорывается информационная блокада. Это же тоже все-таки какое-то общение с другими странами, в том числе. В этом плане, как бы вы оценивали возможность, которую дает участие в этой парламентской сессии? Конечно, помимо опыта работы, это, как вы верно заметили, это еще и прорыв информационный. Безусловно, информация о
деятельности парламента Республики Абхазия, о нашей делегации, она также находится в поле средств массовой информации Республики Беларусь, Российской Федерации, естественно, Южной Осетии, ну и тех организаций, которые я выше обозначал, также участвующим в этом заседании. Безусловно, это все имеет положительный информационный эффект. Скажите, нужно ли и возможно ли повысить статус Абхазии в этом собрании? Статус Абхазии, он определен в настоящее время, значит, как статус постоянного наблюдателя. Я не сомневаюсь в том, что статус Абхазии на всех уровнях будет со временем повышаться, в том числе и в рамках участия тех или иных организаций. Все это будет возможным с течением времени, с расширением количества государств, которые, безусловно, со временем будут признавать суверенный статус Абхазии. Соответственно, и участие в тех или иных формах и организациях статус будет видоизменяться. Спасибо вам большое за интервью. Единственное, что хотелось бы, чтобы вы как-то вот в общем оценили, насколько для Абхазии, для, скажем так, законодательного органа, даже для того, как формировать там какие-то решения каких-то проблем, важно участие в таких мероприятиях. Всегда является важным участие в мероприятиях, которые проходят за пределами республики, а тем более, когда такое участие вызвано непосредственно интересом в совершенствовании своей законотворческой деятельности. Поэтому я не сомневаюсь, что каждое участие – это расширение круга друзей Абхазии, это, как вы заметили, в будущем возможно повышение статуса, и все вытекающие положительные последствия с этого мероприятия, безусловно, будут реализованы. Спасибо вам большое. Я напомню, что об участии в 69-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, о том, как прошла эта сессия, насколько такие мероприятия важны для законодательного органа Абхазии, нам рассказал участник делегации, руководитель аппарата парламента Абхазии Вадим Бжаня. Спасибо. Благодарю вас.